Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, всех вас благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас, а тема будет такой: кто очень сильно хочет вас обнять и поцеловать. Если тема интересна, присоединяйтесь. Загадайте, пожалуйста, на себя, назовите свое имя, дату рождения, задайте свой вопрос высшим силам. Просто так спросите: кто этот человек, либо люди, кто хотел бы меня обнять и поцеловать. Я думаю, все уже настроились. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие. Вот здесь вышел человечек, это родной человечек. Он сейчас не рядом с вами, он сейчас где-то в дороге. Дорога, и дорога непростая. Либо ему не хочется сейчас находиться в дороге, либо действительно есть какая-то легкая нервотрепка, может быть и не совсем легкая. Вот. У человека стрессовое состояние, вот уровень адреналина просто уже начинает зашкаливать. Возможно, это ваш любимый человек, кто сейчас едет на работу, стоит он в пробке, нервничает и думает: зачем я здесь? Вот как бы было замечательно быть дома, рядом со своей любимой, валяться в постели, обнимать ее, чувствовать ее тепло. Либо, например, едет он в общественном транспорте, в давке, в суете, в духоте и тоже об этом думает: ну что я здесь делаю? Я хочу к любимой, с ней так хорошо, с ней так замечательно, с ней добро, с ней ласка, с ней мне интересно, да? Мне интересно проводить время со своей любимой женщиной. Да, работа это, конечно, хорошо, но с любимой мне намного интереснее. Так, также мужчина может быть действительно где-то далеко сейчас находится, бегает по своим делам, там в командировке, решает какие-то вопросы, нервничает и постоянно, вот знаете, как себя успокаивает мыслями о вас. Вот как маленький ребенок ищет заботливые руки, чтобы прям защитили, чтобы в него поверили, чтобы его, знаете, как подзарядили хорошей любящей энергетикой. Думает о вас этот человечек. Ему, конечно, сейчас очень беспокойно, но он о вас постоянно думает. Он, знаете, как вы как таблеточка, антистресс. Вот он подумал о вас, раз, и сразу ему полегче становится. А у кого-то мужчина наоборот, знаете, он себя мотивирует вами. То есть он думает: ага, сейчас мне сложно, сейчас мне трудно, но я должен ради своей любимой. И я должен идти к своей цели, решать свои вопросы. Чем быстрее я это сделаю, тем быстрее я окажусь в ее объятиях. И сразу же ее зацелую. Не буду выпускать, пока 100 раз не поцелую. Так и думает. Дальше, мои хорошие. Здесь есть еще один человек, который прячется. У этого человека к вам какая-то безудержная страсть. Эта страсть его накрывает просто как цунами. Смотрите, это 100% женатик. Здесь даже без вариантов, девочки. Он 100% женат. Причем женат давно. Там в семье любви не было и нет, а вот страсти, может быть, какие-то еще были поначалу. Сейчас он сидит, извините меня, в аскезе. Никакого интима у него не только с женой, да, но и с другими женщинами не происходит. А вы, моя хорошая, настолько его взбудоражили, настолько вы его зацепили, и вот он постоянно о вас думает. Этот человек был с вами связан, либо он с вами периодически как-то, я не знаю, видится, встречается по какой-то профессиональной сфере. То есть это может быть доктор, это может быть не знаю, подрядчик какой-нибудь, это может быть мастер по ремонту чего бы то ни было, это может быть служащий банка. То есть вы с этим человеком
периодически видитесь. То есть периодически кто-то видится день через день, а кто-то видится там, не знаю, раз в полгода. Но вы у него в голове, вы образ для любви. То есть, ну, не совсем для той любви, конечно, простите, но вы для него вот как вожделенный объект, вот, объект сексуального желания. Он, когда с вами встречается, он прям, знаете, впивается в вас глазами, старается запомнить каждое ваше вот там очертание, да, каждую там складочку, ваш запах, цвет вашей кожи, понимаете, вот все ваши выпуклости, как говорится, и впуклости, чтобы потом дома, да, либо какие-то моменты релакса вас представлять, о вас мечтать, и вот именно вот все мысли, ну вы видите, да, тут ну, лилия, он держит в руках лилию, то есть это страсть, это безумные страсти, это влечение, это вот огонь у него там, понимаете, когда он о вас думает. Вот. Но прячется. Этот человек не посмеет ни открыться, ни признаться. Ему есть что терять. Есть, у него какой-то там свой мир, да, какие-то свои тепличные условия. Конечно, эта клеточка давит. Но, тем не менее, он держится за эту клеточку и держаться будет. Ему есть что терять. Ну, по крайней мере, он так думает. У кого-то, девочки, отыграется, что вы знаете этого человека, знаете о его чувствах, эмоциях. Может быть, и он вам понравился, может быть, у вас там какой-то контакт зрительный случился. И вы знаете как? Он не делает никаких шагов. Да, он может подмигнуть, да, он может улыбнуться, но шагов конкретных в вашу сторону он и не делает. А вы думаете, может, мне показалось, может быть, ну, ошиблась, да. На самом деле все правильно, он вас очень желает, вы для него роковая женщина идете, вы его соблазнили от и до, но он просто трус. Понимаете, он просто такой мелкий трус, который, ну, боится все потерять, боится потерять какой-то свой условный комфорт, боится вообще жить, понимаете. Вот я привык делать вот так я и буду делать. Такой человек. Ну, он так и вышел, понимаете, отвернулся, спрятался. Ну да, лилия есть, но а толку в этой лилии? Даже если предположить, что вдруг он там осмелеет и что-то вам скажет, там, пригласит на свидание, девчонки, будущего с таким человеком нет. Нервы потратит ваши, время ваше потратит, и ничего не будет. Зачем вам эти зайчики? Ищите себе льва. Зайчики, они очень быстрые. И во всех смыслах слова они очень быстрые. Вот чтобы вы понимали. Так. Идем дальше, по мужчинам пройдемся еще. Здесь мужчина какой-то почему-то идет как моряк. Я не знаю, девочки. Вот моряк и все. Моряк в плавании, может быть, он ходит. Может быть, он служит, да, моряком. Вот. Это человек в каком-то одиночестве в полном, как в блокаде находится. Ни туда, ни сюда. Не написать, не позвонить. Но я так понимаю, что это чей-то жених, девочки. Жених, ну, муж реже, конечно, отыграется. Больше похоже на жениха. Романтика есть. Но этот человек, знаете, как он уходил вроде не определившимся. Либо какой-то вопрос между вами не решился. Он ушел, например, там, в плавание, как они там ходят, в море ушел. Может быть, он на реке у вас моряк. Вот. И только когда он оказался на корабле, корабль отчалил от берега, вот тогда все понял. Понял, что был неправ, понял, что нужно было действовать, говорить, не молчать, предлагать, да, как-то вот реагировать на вас. А теперь он в такой ситуации, что вроде как, я не могу понять, может быть, на кораблях нету связи, либо он не может с вами связаться, он не позвонить не может, не написать не может, он только может мысли вам свои направлять. Да? Кстати, кому-то из девочек снился этот мужчина. Снился. Знаете, как только появится связь, как только он сможет, он сразу же вам будет звонить судорожно, там, кричать: все, люблю, хочу, женимся, там, детей рожаем, я там ухожу со службы, мы будем всегда с тобой вместе и прочее, прочее. Кстати, у кого-то может отыграться, что мужчина, ну, может, и не совсем моряк, да, просто вот форма, почему-то руль мне идет. Может быть, он военный, который служит, ну, я не знаю, управляет чем-то, да, вот руль какой-то интересный есть. Вот тоже как будто бы в каком-то вакууме находится, связаться не может с вами.
Вот. Живет, кстати, вот если военный, живет только мыслью, да, что я должен дождаться этого момента, когда я ее обниму, именно вот хочется прижать к себе и не отпускать никогда. Такой человек вышел. Так, мои хорошие. Здесь кто-то вот из родственников стоит. Но мне как бы идет пожилой человек. Не могу сказать, мужчина, женщина, кто, мама, бабушка, может быть, там тетя, да, но пожилой человек. Может быть, кстати, и мужчина. Энергетика тут не читается. Читается желание этого человека с вами то ли помириться, то ли договориться о чем-то. Может быть, вы сейчас не общаетесь, да, либо что-то произошло. Как будто бы этот человек говорит, ну вот, пожалуйста, да, там, напиши, позвони. Вот ищу тебя, найти не могу. Ну, вот, не знаю, так грустно. Как будто бы человек думает, что все, да, последние там дни, часы проживаю. И вот как человек говорит кому-то, да, у меня одно единственное желание — это увидеть ее снова, обнять, да, поцеловать и за что-то попросить прощения. Очень хочется вот именно вас. К сожалению, понимаете, не показали, мужчина, женщина, не показали, кто к вам приходится. Я думаю, что вы понимаете, это пожилой человек, возможно, в не очень хорошем состоянии здоровья, и вы очень давно и долго не общались с этим человеком. Тут именно запрос на общение, вот в чем-то покаяться, увидеть вас как последний раз. Вот грустно идет, болька прям чувствуется этого человека. Если вы понимаете, о ком я говорю, пожалуйста. Все может быть в жизни, да, может быть, да, действительно кто-то с вами неправильно поступил, вас обидел. Но если вы понимаете, о ком я сказала, есть в вашем окружении такой человек, вы долго не виделись, не общались, сделайте одолжение, просто одолжение. Наберите этого человека, позвоните, понимаете, либо поезжайте к этому человеку, проведайте. Вот это как последнее желание идет. Вот не в смысле, что человек там завтра, да, покинет наш свет, а у этого человека вот сейчас в голове человек готовится как будто бы, да, и говорит, что ну все в жизни там закрыла, завершила, допустим, там, что хотела, сделала, а вот теперь вот очень хочу напоследок вот увидеться очень хочет, обнять вас хочет. Так, мои хорошие, здесь, смотрите, у меня романтика идет. Но я так понимаю, что вы встречаетесь, общаетесь. У кого-то вот скоро встреча должна состояться с мужчиной. Мужчина выше, чем вы ростом. Мужчина молодой, такой прям подтянутый. Ну, красавец, смотрите. Ему хочется, почему-то идет желание вот с вами, я не знаю, танцевать. Вот именно объятия, вот хочу с ней потанцевать. Либо он вас куда-то пригласил, где будут танцы, где можно потанцевать. И он, знаете, с одной стороны очень хочет, с другой стороны переживает, а как это получится, а вдруг я там ей на ногу наступлю, а вдруг она поймет, что я не умею. Кстати, у кого-то может отыграться, что мужчина специально берет уроки танцев для того, чтобы вас порадовать. А может быть, это ваш жених, да, и вы готовили, либо готовите сейчас какой-то свадебный танец, и он постоянно об этом думает. Ой, там у нее такое платье шикарное, как мне ее держать, как мне ее обнимать, так, сяк, да. Вот такие мысли, какие-то переживания из-за танцев идет. Так, интересно. Смотрите, девочки, вот сейчас такую вещь скажу, только не падайте. Здесь кто-то из вас куда-то ходил, и что-то вы должны то ли купить, как вы обещание дали, да, что я вот приду, куплю, либо подумаю. И вот человек, либо вы кому-то, кстати, продали что-то, может быть, да, какие-то вещи, может быть, ну, что-то свое, да, вы продавали. Либо купить должны, либо продали. И вот этот человек, который, например, купил, он так рад, он так вам благодарен. Может быть, вы кому-то что-то давали. Да, кстати, тоже может быть. И думает, вот когда встречу, просто обниму, расцелую, вот как, насколько я благодарна, да, либо насколько я благодарен, что вот мне дали, либо я смог купить.
Кому-то вы радость принесли. Но и у кого-то отыграется, что человек ждет, что вы придете и купите то, что вы обещали. Человек думает, вот если купит, ну и скидку дам. И прям обниму, расцелую. Да? Вот как-то так идет. Настроение такое прям, знаете, ну хорошее, хорошее. Вас ждут с хорошими мыслями. Вот встречи с вами ждут с хорошими мыслями. Так. Здесь у меня выходит какая-то женщина. Может быть... либо женщина с ребенком, либо женщина, но тут вместо ребенка, кстати, может отыграться еще один человечек, но либо совсем молодой, либо роста маленького. Вы этой женщине помогали, либо эта женщина хотела бы, чтобы вы ей помогли. Вот. И эта женщина, она не только вас хотела бы там обнять, да, если вы ей поможете, либо вы ей помогли, да, вот отблагодарить. Еще в руках, видите, она вам какой-то подарок готовит. Вот такое впечатление, что, ну вот как я вижу, да, вот кому-то отыграется, что вы помогали с ребенком, либо помогли с ребенком, либо дали согласие помочь какой-то женщине с ребенком. И она думает, боже, ну святая женщина, просто святая женщина. Я вот подарок ей купила, вот хочу отнести, подарить, выразить свою благодарность, обнять хочу, да, вот руку пожать. Но вот близкие мне такого не сделали, а она мне сделала. Просто вот готова на вас молиться. Да, кому-то вы помогли, либо вот кто-то так вам прочувствовался, что не только вот обнять вас хотят, но и действительно какой-то подарок вам подарить. Так, а вот тут мне не очень нравится. Мне не нравится, что есть такой персонаж. Это, скорее всего, на работе. Смотрите, на работе может отыграться. Здесь мужчина, который хотел бы вас... Ну, девочки, не знаю, это не объятие, это называется по-другому, да, там лапать, щупать, вот такие нехорошие слова. Вот прям интересно, да, интересно, как вы отреагируете, интересно, какая вы, ну, не знаю, на ощупь. Вот какие-то мысли. Кстати, у кого-то еще может отыграться, что он как спорил, да, что вот, а я могу, вот и все. Вот, кстати, может, и в принципе, да, как шутка, да, как шутка вас, например, ну, обнять, да, в шутку, либо за попу ущипнуть. Какой-то харассмент, честно. Я такое не люблю. Это вообще, на мой взгляд, неправильно, так не должно быть. Вот. Но вот на работе кому-то отыграется. Мужчина прям аж такой сладкий, типа строит из себя такой сердцеед, Казанова. Там любит с женщинами, там пообщаться, потискать женщин. И вот как бы на вас глаз положил. Нехорошо, это неправильно. Девчонки, ну держите себя в руках. По-всякому можно отшить наглеца. Я вас сразу хочу предупредить, что на него агрессия не действует, да, либо там какой-то строгий тон не действует. Тут нужно как-то по-другому, да, чтобы прям обалдел, понимаете, либо как-то подыграть ему, то есть он вас там, извините, за попу, а вы его, не знаю, ногой за писю. Вот, что-то надо такое сделать, потому что он прям, смотрите, какой герой. Если промолчите, либо просто, знаете, как обычно, там, не знаю, леща ему дадите, может еще пытаться. Да, он как играть с вами будет. Но, по крайней мере, мысли такие у него есть. Может, кстати, на учебе есть такой у вас человек, ну, либо на работе. Так, интересно, вот здесь показали ребенка. Ребенок либо дети. Дети, которые скучают по маме. Возможно, ваши дети сейчас находятся там у бабушки, либо в лагере. Вот прям хочется вас увидеть, хочется вас обнять, хочется, ну вот просто с вами поговорить, на что-то даже, может быть, пожаловаться, а может быть, попросить, чтобы вы забрали. То есть дети скажут: ой, мама, мы так хотим с тобой быть, пожалуйста, вот так повиснут на вас и скажут: все, нет, мы тебя не отпустим, либо забирай нас с собой. Какая-то трогательная сцена. Ну, понимаете, когда смотришь такие рисунки с детьми, вот прям с одной стороны сердце умиляется, с другой стороны понимаешь, да, что жизнь, она всегда непростая. И иногда приходится расставаться. Возможно, вы работаете, у вас много дел. Вот, а за детьми некому присматривать. Вы их, например, отправили в лагерь. А они по вам скучают, очень хотели бы вас обнять. Так, мои хорошие.
На этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.